Здравствуйте, ребята! Я рада снова приветствовать вас на сегодняшнем уроке. Ребята, на прошлом уроке мы говорили о вложенных условных операциях и циклах. Давайте повторим. Посмотрите на экран и скажите, как называется алгоритм, содержащий конструкцию повторения. Составьте слово из букв. Проверим. Алгоритм, содержащий конструкцию повторения, называется циклическим. Следующий вопрос. Сколько раз будет выполнено тело цикла? Проверим. И правильный ответ 3. Следующий вопрос. Чему будет равно s после выполнения следующих инструкций? Проверим. И правильный ответ 20. Четвертый вопрос. Что произойдет при попытке исполнения следующей инструкции? Первое. В переменной t будет сгенерировано пустое множество. Второе. Будет возвращено сообщение об ошибке. Третье. Переменной t будет присвоено значение 4. Четвертое. Переменной t будет присвоено значение 2. Выберите один из 4 вариантов ответа. Время. Смотрим правильный ответ. В переменной t будет сгенерировано пустое множество. Следующий вопрос. Установите соответствие между циклами на языке Python и их типами. Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа. Посмотрим правильный ответ. Надеюсь, у вас получилось все так же. Тема нашего сегодняшнего урока – этапы решения задач на компьютере, последовательное конструирование алгоритма и вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Ранее мы уже решали некоторые задачи с помощью компьютера. Например, писали программы с заданной функциональностью. Большинство этих задач были достаточно простыми, но были и посложнее.
Однако для решения всех задач мы совершали один и тот же набор действий. Сегодня мы рассмотрим этапы решения задач на компьютере, а также принцип последовательного конструирования алгоритма. Узнаем, что такое вспомогательные алгоритмы, подпрограммы и процедуры. Итак, давайте подумаем, с чего же начинается решение любой задачи, не обязательно связанной с компьютером. Решение любой задачи начинается с прочтения и уточнения ее условия. Условия задач мы рассматривали в текстовой форме. Мы выделяли информацию, которая дана в условии. Это входные данные. А также информацию, которую необходимо получить. Выходные данные. Этот начальный этап решения задачи называется постановкой. После того, как мы определили входные и выходные данные задачи, нам нужно определиться со средствами, которые могут быть необходимы для получения выходных данных из входных. Для этого определяются отношения между ними и записываются на каком-нибудь формальном языке, например, с помощью математических формул. Результатом этих действий будет информационная модель задачи, записанная на некотором формальном языке. Этот этап называется формализацией задачи. После того, как мы определились со средствами решения задачи, нужно понять, что необходимо сделать для того, чтобы получить выходные данные из входных. Какие действия над информацией и в каком порядке для этого нужно произвести. То есть мы составляем алгоритм решения задачи и записываем его одним из известных нам способов, например, с помощью блок-схемы или в текстовой форме. Главное, чтобы было понятно, что должна делать программа и в каком порядке. Этот этап называется создание алгоритма. Далее мы записывали созданный алгоритм с помощью языка программирования или других инструментов и получали компьютерную программу для решения задачи. Этот этап имеет простое название программирование. Получив компьютерную программу, мы обычно проверяли правильность ее работы. Сначала пробовали запустить программу, после чего задавали несколько различных вариантов входных данных, для которых выходные данные были уже известны, и проверяли, совпадают ли они с теми, которые возвращает программа. Если данные совпадают, программа работает правильно и задача решена. Если же не совпадают, на каком-то из этапов была допущена ошибка. Этот процесс называется тестированием программы. Ошибки в программе бывают двух видов – синтаксические и логические. Синтаксические ошибки связаны с записью программы на конкретном языке программирования и, как правило, находятся и исправляются средствами среды разработки. Логические ошибки обычно допускаются на более ранних этапах. После того, как ошибка была исправлена, снова проделываются все этапы, следующие за тем, на котором допущена ошибка. Так происходит до тех пор, пока правильность работы программы не подтверждается. Этот процесс называется отладкой. Таким образом, мы выделили 5 этапов решения задачи с помощью компьютера. Постановка задачи, формализация задачи, создание алгоритма, программирование, тестирование и отладка. Все эти этапы мы выполняли при решении задач и раньше, но для экономии времени часто этапы формализации задачи и создания алгоритма мы объединяли между собой. Но предположим, что у нас есть задача, для которой мы уже описали формальную информационную модель. Однако придумать алгоритм для решения задачи у нас не выходит, потому что он получается слишком большим и сложным.
Чтобы облегчить эту задачу, можно использовать принцип последовательного конструирования алгоритма. Этот принцип также называется разработкой сверху вниз или методом пошаговой детализации. Он состоит в том, что задача разбивается на несколько более простых подзадач, каждая из которых также может разбиваться на подзадачи. Так происходит до тех пор, пока не станет понятным, как решать каждую отдельную подзадачу. Для решения каждой задачи составляется вспомогательный алгоритм. После того, как мы составили вспомогательные алгоритмы для решения всех подзадач, нам остается лишь собрать их воедино. Таким образом, мы получим алгоритм для решения исходной задачи. Рассмотрим задачу. Написать программу, вычисляющую наименьшее общее кратное двух целых положительных чисел а и b, наименьшим общим кратным ног двух натуральных чисел называется наименьшее целое число, которое без остатка делится на оба числа. Из курса математики нам известно, что наименьшее общее кратное двух натуральных чисел можно вычислить как их произведение, деленное на их наибольший общий делитель нот. Таким образом, исходную задачу мы можем разбить на три подзадачи. Вычислить произведение введенных чисел, вычислить их наибольший общий делитель и разделить произведение чисел на их наибольший общий делитель. Решение первой и третьей подзадач очевидно. Также ранее мы узнали, что наибольший общий делитель двух чисел можно найти, использовав усовершенствованный алгоритм Эвклида, который состоит в том, чтобы заменять большее число в паре его остатком отделения на другое до тех пор, пока одно из чисел не станет равным нулю. После этого ненулевое число будет равным наибольшему общему делителю исходных чисел. Начнем написание программы для решения задачи. Вначале с помощью инструкции print выведем на экран сообщение о том, что это программа, вычисляющая наименьшее общее кратное целых положительных чисел а и b. С помощью следующей инструкции print выведем на экран запрос на ввод а без перехода на следующую строку. Далее запишем инструкцию для считывания а. Так как по условию задачи а и b это целые числа, то при считывании будем преобразовывать значения в целочисленный тип int. Теперь скопируем последние две инструкции и изменим их для считывания b. Далее вычислим произведение а и b в переменной p. Таким образом, первая подзадача будет решена. Далее вычислим наибольший общий делитель а и b. Для этого запишем цикл while, который будет повторяться, пока а не равно нулю и b не равно нулю. Тело цикла будет содержать ветвление, определяющее, какое из чисел наибольшее. Его условием будет а больше b. Если это условие выполняется, то число а на этом шаге цикла наибольшее, и согласно алгоритму Евклида мы заменим его остатком отделения а на b. Если же условие ветвления не выполняется, то наибольшим числом на этом шаге цикла является b, и мы заменим его остатком отделения b на а. Когда одно из чисел а или b станет равным нулю, цикл завершит свою работу, и мы вычислим наибольший общий делитель исходных чисел в переменной not, как сумму текущих значений а и b. Таким образом, мы решили вторую подзадачу. Теперь, чтобы вычислить наименьшее общее кратное введенных чисел, присвоим переменной not значение p, деленное на значение переменной not. Так как наименьшее общее кратное целое число, используем для этого операцию целочисленного деления. Таким образом, мы решили третью подзадачу. С помощью инструкции print выведем на экран поясняющее сообщение о том, что наибольшее общее кратное а и b равно значению переменной nog. Сохраним написанную программу и протестируем ее. Запустим программу на выполнение и зададим числа 2 и 3.
Действительно, наименьшее число, которое без остатка делится и на 2, и на 3 – 6. Снова запустим программу, зададим числа 6 и 8. Действительно, наименьшее число, которое без остатка делится и на 6, и на 8 – 24. Программа работает правильно. Задача решена. Рассмотрим еще одну задачу. Выпуклый четырехугольник задан положительными длинами своих сторон А, Б, С и Д. Написать программу для вычисления его площади, если известно, что между сторонами А и Б прямой угол. Изобразим условия этой задачи в виде рисунка. Соединим противоположные концы сторон А и Б отрезком, длину которого обозначим Т. Таким образом, мы разделили четырехугольник на два треугольника со сторонами А, Б, Т и С, Д, Т соответственно. Площадь четырехугольника равна сумме их площадей. Так как между сторонами А и Б прямой угол, то площадь первого треугольника можно вычислить как полупроизведение А и Б. А так как Т гипотенуза первого треугольника, то вычисляем по следующей формуле. Зная значения С, Д и Т, мы можем вычислить площадь второго треугольника по формуле Герона. Таким образом, мы записали формулы, необходимые для решения задачи, получив математическую модель. Также мы разобьем задачу на несколько подзадач. Вначале мы вычислим площадь первого треугольника, после чего определим длину стороны Т. Далее мы вычислим площадь второго треугольника и в конце рассчитаем площадь четырехугольника как сумму площадей треугольников, из которых он состоит. Так мы составили алгоритм решения задачи. Начнем написание программы. Вначале с помощью инструкции Print выведем на экран сообщение о том, что это программа, вычисляющая площадь четырехугольника по длинам его сторон. Угол между сторонами А и Б прямой. С помощью следующей инструкции Print выведем на экран запрос на ввод А без перехода на следующую строку. Запишем инструкции для считывания значения А. Так как в условии задачи не сказано, что длины сторон целые числа, при считывании мы будем преобразовывать их значение в вещественный тип float. Скопируем последние две инструкции 3 раза и изменим их для считывания значений переменных b, c и d. После того, как мы рассчитали длины сторон четырехугольника, вычислим площадь первого треугольника в переменной S1. Для этого присвоим ей значение a умноженное на b, деленное на 2. Так как для вычисления длины гипотенузы треугольника нам потребуется извлечь квадратный корень, загрузим эту функцию из модуля mass в описываемый модуль. После этого вычислим длину гипотенузы первого треугольника в переменной t. Для этого присвоим ей значение квадратного корня из суммы квадратов а и b. Теперь вычислим полупериметр второго треугольника в переменной p. Для этого присвоим ей значение полусуммы c, d и t. Далее вычислим по формуле Герона площадь второго треугольника в переменной S2. Для этого присвоим ей значение квадратного корня из произведения. И, наконец, вычислим площадь четырехугольника в переменной S, присвоив ей значение суммы S1 и S2. С помощью инструкции Print выведем на экран сообщение о том, что площадь четырехугольника равна значению переменной S. Будем выводить S с точностью в 4 знака после запятой. Сохраним описанный модуль и протестируем его. Сначала в качестве четырехугольника зададим квадрат со стороной равной 5. Его площадь действительно равна 25. Снова запустим программу на выполнение и зададим четырехугольник с длинами сторон 3, 4, 12 и 13. Очевидно, что площадь первого треугольника равна 6, а его гипотенуза равна 5.
По формуле Герона площадь второго треугольника равна 30, значит площадь четырехугольника равна 36. Программа вывела сообщение об этом. Это значит, что она работает верно, и задача решена. При программировании вспомогательные алгоритмы оформляются в виде подпрограмм. Это обеспечивает возможность повторного использования таких алгоритмов. В Python существует два вида подпрограмм – процедуры и функции. Сегодня мы немного рассмотрим процедуры. Процедура – это вспомогательный алгоритм, который выполняет некоторые действия. Текст, расшифровка процедуры записывается до ее вызова в основной программе. И в программе может быть много процедур. Чтобы процедура заработала, нужно вызвать ее по имени из основной программы или из другой процедуры. Зачем нужны нам процедуры? Допустим, нам в программе нужно выдать сообщение об ошибке много раз. Для этого зададим процедуру следующим образом. Def error. Def в переводе с английского означает «определить». Error – это название процедуры, имя, по которому будем вызывать процедуру в программе. Затем ставим двоеточие. В теле процедуры запишем одну единственную команду print ошибка программы. Далее будем вызывать процедуру error внутри самой программы столько раз, сколько это необходимо. Процедура с параметрами. Параметры – это данные, изменяющие работу процедуры. В данном примере k равна 128. Это локальная переменная, которая задается в процедуре. 99 – это значение параметра, аргумент. В процедуре можно задавать несколько параметров. О локальных и глобальных переменных мы поговорим на следующем уроке. А сейчас давайте повторим. Решение любой задачи с помощью компьютера состоит из 5 этапов. Постановка задачи, ее формализация, создание алгоритма, программирование, тестирование и отладка. Если алгоритм решения задачи сложно придумать сразу, то для этого можно использовать метод последовательного конструирования алгоритма, где задача разбивается на несколько более простых подзадач, каждая из которых также может разбиваться на несколько более простых подзадач. Так происходит до тех пор, пока нам не станет понятно, каким образом решить все подзадачи. После этого решения всех подзадач соединяются воедино, образуя алгоритм решения исходной задачи. Сегодня на уроке мы рассмотрели этапы решения задач на компьютере, а также принцип последовательного конструирования алгоритма. Узнали, что такое вспомогательные алгоритмы и подпрограммы и процедуры. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч!